Работу новых биологических очистных сооружений в селе Нижнее Иркиево проинспектировал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Борис Беляев. В рабочем совещании на объекте также принимали участие председатель Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк, представители министерства и нескольких крупных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, занимающихся водоотведением и очисткой канализационных стоков. Как известно, старое очистное сооружение прослужило илишевцам более 40 лет и уже отработало свой срок. В новых сооружениях идет непрерывный и полностью автоматизированный процесс. Грязная вода из канализации проходит резервуары и доходит до состояния кристальной чистоты. За 2 года подрядчик проекта производственно-строительная фирма «Де-Арт» возвела данное сооружение, в том числе насосную станцию, канализационный коллектор, административное здание и лабораторию. Она регулярно контролирует качество очистки воды. Общая стоимость проекта составила почти 218 миллионов рублей. Мы начали проектировать новые очистные сооружения, завершили его в 2018 году и начали строительство новых, которые завершили в конце 2020 года при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства и администрации района. Современное оборудование построено из полимерного материала, который более долговечен, износоустойчив, что продлевает срок эксплуатации данного объекта. Цикл очистки разделен на несколько ступеней. Сначала в так называемой песколовке отделяются все твердые отходы, этап механической очистки. Далее вода поступает уже в большой корпус, где размещены 80 пластмассовых емкостей. Здесь за дело берутся биологические микроорганизмы. Десятки видов различных бактерий буквально съедают все вредные вещества, превращая их в пыл. Биологические очистные сооружения у нас поступают в аэротенки. Через аэротенки у нас проходит несколько циклов очистки. Бактерии очищают. После прохождения циклов у нас уходит блок биологической загрузки. После блоков биологической загрузки у нас очищенная вода проходит через цианитовый фильтр, угольный фильтр, поступает в резервуар чистой воды. Очистные сооружения состоят из 4 линий, работающих независимо друг от друга. Это дает возможность регулировать работу оборудования в зависимости от объема поступающего стока. После очищения вода подвергается ультрафиолетовому обеззараживанию. Далее очищенная вода попадает в ближайший водоем, реку Базы, а дальше она идет в Белую. Таким образом, введение в эксплуатацию новой станции очистки – это и большой вклад в экологию. Высокую оценку новому объекту дал и министр Борис Беляев. На самом деле таких объектов в Республике Башкортостан единицы. Как новый объект, который введен в эксплуатацию буквально в течение этого года, таких нет объектов. Поэтому мы приехали сюда целой, можно сказать, делегацией посмотреть. И приехали с коллегами с других водоканалов Республики Башкортостан, других муниципалитетов, чтобы было на что обратить внимание при строительстве своих очистных сооружениях и где какие там тонкости, где какие там недочеты, чтобы наши коллеги все знали и стремились к такому показательному объекту, чтобы все в Республике Башкортостан очистные сооружения выглядели так же, как и в Илишевском районе. А есть какой-нибудь опыт, который можно перенять в дальнейшем, растиражировать? Знаете, тут и качество строительства очистных сооружений, и порядочность подрядчиков, и оперативность, и связь такая, коммуникационная связь между органами местного самоуправления и подрядчиками очень такая активная, позитивная. Вижу, какая здесь чистота и порядок. То есть тут все надо принимать, весь опыт работы, который создан и был использован непосредственно в Илишевском районе, его надо просто проектировать на все муниципалитеты Республики Башкортостан. Общая мощность предприятия составляет 1800 кубометров в сутки. Данный объект будет обслуживать весь районный центр, а именно 2 больших села – Верхнее Иркиево и Нижнее Иркиево. К нему уже подключены 81 многоквартирный дом, 128 объектов социального и коммерческого значения и более 3000 личных домохозяйств. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».